Добрый день всем, чьи жизни и судьбы объединяет и согревает своим теплом добрый, уютный, любимый наш техникум. Бурятскому республиканскому информационно-экономическому техникуму 50 лет! Сердечно поздравляем всех присутствующих и искренне благодарим тех, кто пришел на наше торжество. С огромным удовольствием хочу предоставить слово директору техникума, заслуженному работнику социальной защиты населения Республики Бурятия Евгению Донзановичу Цыренову. Уважаемые коллеги, ветераны, гости, студенты, сегодня мы проводим свое мероприятие в непростых условиях ограничительных мер и финансовых возможностей, без многочисленных гостей, без ветеранов, коллег и партнеров, бывших работников, но мероприятие состоится. История Бурятского республиканского информационно-экономического техникума начинается с 10 мая 1971 года, когда в целях обеспечения квалифицированными рабочими Бурятского управления строительства Министерства промышленного строительства Советского Союза в городе Улан-Удэ было основано городское профессионально-техническое училище номер 7. С тех пор училище выпустило более 20 тысяч рабочих строительного профиля. В 90-е годы на фоне кардинальных социально-экономических и политических перемен в стране произошли изменения в профессиональном образовании. Таким образом, в училище были открыты новые востребованные профессии: оператор ОВМ, оператор на наборно-компьютерной технике, секретарь-референт, контролер Сбербанка, кассир, бухгалтер, повар. В 2000-х обострились проблемы сокращения контингента учащихся. Начались интеграция начального и среднего профессионального образования. В 2005 году училище получило статус лицея. В 2010 году переименован Бурятский республиканский информационно-экономический техникум. В 2009 году в результате реорганизации был создан тункинский филиал нашего техникума на базе профессионального училища номер 32. Новая парадигма профессионального образования требовала переориентации на учет потребностей человека и предоставления ему возможностей более эффективного участия в сфере труда. Так родилась идея об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2006 году был создан Центр инклюзивного образования. Инновационная деятельность техникума была замечена на федеральном уровне. В 2011-2014 годах на базе техникума действовала региональная стажировочная площадка по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по социализации детей с ОВЗ через профессионально-трудовое обучение. В 2017 году Министерством образования и науки Республики Бурятия техникум определен базовой профессионально-образовательной организацией, обеспечивающей региональную модель инклюзивного профессионального образования, а в 2018 году региональным центром развития движения Обилимпикс Республики Бурятия. Коллеги, трансформация и новые тренды рынка труда все больше предъявляют серьезные требования к профессиональным компетенциям выпускников СПО. Поэтому педагогический коллектив техникума в настоящее время работает над реализацией программы развития техникума, нацеленной на внедрение новых профстандартов, активное участие в конкурсах профессионального мастерства, модернизацию материально-технической базы. Перед коллективом стоят задачи на высоком уровне подготовить специалистов, рабочих, служащих, владеющих профессиональными навыками и опытом в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Сегодняшний юбилей – это не только история техникума, но и биография его сотрудников. В этот день хочу выразить особую благодарность нашим ветеранам, кто участвовал в становлении и развитии учреждения, работает до сих пор, передавая опыт и знания студентам и молодым педагогам. В разные годы учреждения возглавляли Садохин Михаил Елизарович, Прокопьев Иннокентий Афанасьевич, Белослудцев Павел Александрович, Регида Владимир Афанасьевич, Базаров Валентин Дагдонович, Эрдынеев Владимир Лупсанович, Сергеев Владимир Афанасьевич, Ульков Виктор Иванович, Александрова Людмила Добожаповна. Продолжая заложенные традиции, техникум занимает лидирующие позиции в системе СПО. В 2017, 2018, 2019 году техникум выиграны гранты. В 2018 году
По результатам независимой оценки техникум занял первое место в Республике Бурятия и признан лучшим учреждением СПО Республики Бурятия. В 2019 году лауреат конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации. Национальный знак качества». В 2020 году Федеральный электронный реестр «Доска почета России». В 2021 году лауреат конкурса «100 лучших образовательных организаций Российской Федерации». Ежегодные победы в движениях WorldSkills и Обилимпикс. Это заслуга всего коллектива при поддержке Министерства образования и науки Республики Бурятия. Сегодня в БРИЭТ работают 79 сотрудников, из них 52 педагогических работника. Выражая искреннюю благодарность всем работникам за кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность профессии. Ваши талант, знания, ответственность – непременные условия дальнейшего развития нашего учебного заведения. Я уверен, что все вместе мы уверенно достигнем новых целей и задач. Мы разные, но мы вместе. С праздником! И сегодня на нашем юбилейном торжестве присутствуют почетные гости. Приветствуют мы их бурными аплодисментами. На сцену приглашаются первый заместитель министра образования и науки Республики Бурятия, председатель комитета по науке и профессиональному образованию Наталья Юрьевна Сандакова. Заместитель главного бухгалтера Министерства образования и науки Республики Бурятия Светлана Васильевна Васильева. Встречайте! Руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Республики Бурятия Оксана Галдановна Жамбуева. Встречайте! Еще раз давайте бурными аплодисментами встретим наших гостей на сцене. Поблагодарим их за то, что они к нам пришли. Наталья Юрьевна, вам слово. Дорогие коллеги, дорогие педагоги, ветераны, поздравляю вас с такой серьезной датой, 50 лет. Это возраст, наверное, самого созидания, да? Это возраст такой мудрости, когда все еще впереди, но уже знаете как. На самом деле я очень горжусь и люблю ваш техникум, хотя не так давно нахожусь в своей должности. Объясняю почему. Когда я смотрю различного рода мониторинги, в силу своих каких-то обязанностей, да, я вижу, что самые высокие показатели, они у вас. Вот по результатам этой приемной кампании я точно могу сказать, что вы лидеры по всем позициям. У вас самый высокий средний балл аттестата среди поступающих. Это 4,6. У вас самый высокий конкурс на одно место. Это 3,7. На мой взгляд, это такой серьезный индикатор. На самом деле, это, вот, наверное, есть тот самый результат, который может быть о вашем имидже, о всех ваших достижениях. Это действительно серьезный результат, когда мы понимаем, что у вас количество желающих поступить к вам значительно выше, чем во все другие организации. При этом средний балл ЕГЭ, средний балл аттестата у вас даже выше, чем, ну, скажем, те, кто поступает после СПО даже там в вузы, да, ну, а конкурс на одно место тоже выше, чем вузы. Но это, конечно, ваша заслуга, безусловно, это ваша заслуга, это ваша кропотливая ежедневная работа. Вот достигнуть таких вот результатов, когда действительно мы говорим об уровне конкурентоспособности вашего техникума и понимаем, что вы действительно лучшие. Мы подготовили от министерства, конечно, большой приветственный адрес. Я уже не буду его зачитывать, потому что он такой серьезный, правильный, вы его там читаете на досуге. Я хочу просто сказать, что вот пускай техникум развивается. Мы гордимся вашими достижениями в WorldSkills, потому что у вас всегда есть призеры, всегда есть победители, это очень важно. Но самое огромнейшее ваше достижение – это, безусловно, Обилимпикс. Я понимаю, что Обилимпикс – это вообще, что называется, фишка теперь нашей республики, да, когда мы понимаем, что у нас есть и призеры, и победители, и нам в прошлый раз не хватило буквально там 3 баллов, чтобы выйти на Россию на призовое место. Это тоже ваша заслуга. Я так понимаю, что коллектив техникума – это прежде всего неравнодушные люди, потому что все ваши результаты, все ваши достижения – это, безусловно, от вашего неравнодушия, от вашего профессионализма.
Я полагаю, что вы с утра и, наверное, до позднего вечера, там, до поздней ночи готовите своих призеров, победителей, просто работая со студентами, чтобы те показатели, которые мы всегда теперь называем на республиканском уровне, которые мы озвучим на федеральном уровне, это, безусловно, ваша заслуга. Хочется пожелать вам оставаться такими же вот яркими, интересными. Мечтайте, создавайте, творите, достигайте новых вершин, новых вам побед. Безусловно, энергия, здоровья, всех благ. Пусть у вас будет дальше всегда так же интересно, как сейчас. Ну, а в Министерстве образования и науки у вас сегодня все-таки день рождения. Ну, я так понимаю, оно было в мае, но отмечаем мы его сегодня. Министерство образования и науки приготовило вам вот такой подарок небольшой. Мы так подумали. Здесь находится колонка, большая, очень мощная, для того, чтобы было громко, звонко, чтобы слышно вас было не только на территории Республики Бурятия, но и за ее пределами. Ну и пусть, конечно, всегда будет интересно. Поздравляю вас! Уважаемые коллеги, Евгений Донзанович, я вас всех поздравляю с юбилеем. Хочу вам всем пожелать творческих успехов, процветания техникуму, студентам, конечно, огромного желания учиться. Всем вам всего хорошего. Спасибо большое, Светлана Васильевна, Наталья Юрьевна. Мы вас всех рады видеть сегодня в нашем зрительном зале. Ну а мы продолжаем. Учитель – это не профессия, это миссия. Кем только учителю не приходится быть. Строгим и справедливым судьей, искусным врачом душ, тренером памяти. В нашем техникуме работает 52 педагога, самых умных, чутких, строгих, талантливых, любимых и любящих всех наших 725 студентов. По праву первыми учителями в нашем техникуме являются преподаватели общеобразовательных предметов. Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин – самая многочисленная, трудолюбивая, мощная команда. За вами все рейтинги по количеству победителей и призеров республиканских олимпиад, научно-практических конференций, увлекательные метапредметные недели, а с недавнего времени всероссийские проверочные работы СПО. Для награждения педагогов в честь юбилея приглашаем на сцену первого заместителя министра образования и науки Республики Бурятия Наталью Юрьевну Сандакову. Ну и, конечно же, под ваши бурные аплодисменты всю кафедру общеобразовательных предметов. Коллеги, это ваша минута славы. Итак, мы начинаем церемонию награждения в честь 50-летия БРИЭТ. Почетной грамотой Бурятского республиканского информационно-экономического техникума награждается Батмацеренова Вера Васильевна, председатель цикловой комиссии общеобразовательных предметов. Благодарственным письмом администрации главы республики и правительства Республики Бурятия награждается Хабрыкзеновна Байырма Цыдыповна, преподаватель математики. Благодарственным письмом администрации Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия награждается Габанова Валентина Цыреновна, преподаватель иностранного языка. Благодарственным письмом администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия награждается Попова Татьяна Георгиевна, преподаватель научного цикла. Благодарственным письмом Народного хурала Республики Бурятия награждается Батуева Елена Иннокентьевна. Бурные аплодисменты! Благодарственным письмом администрации Октябрьского района города Улан-Удэ награждается Буйтуева Людмила Балдандаржиевна, преподаватель математики. Почетной грамотой Бурятского республиканского информационно-экономического техникума награждается Дмитрий Григорий Петрович, преподаватель физической культуры.
Почетной грамотой «Бред» также награждается Никитина Берма Васильевна, преподаватель истории. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Давайте сделаем фото на память и всем педагогам общеобразовательных предметов мы вручаем наши сувениры на память о сегодняшнем торжестве. Наталья Юрьевна, чуть ближе к Григорию Петровичу или в середину. Александр, пожалуйста, сделаем фото на память наших счастливых, любимых педагогов под бурные аплодисменты их учеников и коллег. Спасибо вам огромное. Просим занять места в зрительном зале. Встречайте, на сцене народный ансамбль ликования колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Тураевой Ирине Лупсановне, председателю цикловой комиссии. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Усиковой Алене Петровне, преподавателю. Также всем нашим педагогам экономических дисциплин мы вручаем памятные сувениры об этом торжестве. Под ваши бурные аплодисменты, Евгений Донзанович, пожалуйста, фото на память с нашими дорогими экономистами. Жаргани
грамотой Бурятского республиканского информационно-экономического техникума награждается Бальчикова Светлана Сергеевна, председатель цикловой комиссии информационных технологий. Благодарственным письмом Улан-Удэнского городского совета депутатов награждается Кулышев Андрей Леонидович, заведующий Центром информационных технологий. Почетной грамотой Улан-Удэнского городского совета депутатов награждается Парамонова Елена Георгиевна, преподаватель спецдисциплин. Благодарственным письмом администрации Октябрьского района города Улан-Удэ награждается Тингайкин Евгений Александрович. Также почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Шеретерову Игорю Дандуповичу. Светлана Сергеевна получает за своего коллегу награды. Светлана Васильевна, пожалуйста, поближе. И все наши педагоги получают памятные сувениры в честь 50-летия Бурятского республиканского информационно-экономического техникума. Просим сделать фото на память. Награждается Русина Марина Владимировна, председатель ЦК рабочих профессий. Высокой грамотой, благодарственным письмом Народного хурала Республики Бурятия награждается Конева Нина Яковлевна, наш бессменный преподаватель штукатуров и маляров. Медаль за значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия вручается Козловой Евдокии Назаровне, бессменному мастеру производственного обучения профессии маляр. Громче аплодисменты! Давайте еще поаплодируем. Награда нашла своего героя. Евдокия Назаровна, как никто иной, заслужила эту почетную награду. Благодарственное письмо Народного хурала Республики Бурятия вручается Шодоровой Альбине Батуманкуевне, мастеру производственного обучения.
Небольшая заминка произошла. Ничего страшного, технические моменты. Еще раз аплодируем Альбине Батумунгуевне. Благодарственное письмо администрации Октябрьского района города Улан-Удэ вручается Хартахоевой Эльвире Дабашаповне, мастеру производственного обучения. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического года вручается победителю мастер года СПО 2021 Пушкарской Татьяне Геннадьевне. Уважаемые коллеги, я сегодня хотел бы, чтобы мы аплодисментами поздравили самого мудрого работника нашего техникума, у которого стаж работы в техникуме составляет 50 лет. Конева Нина Яковлевна. Приказом по техникуму сегодня уже выплачена премия в размере 10 тысяч рублей дополнительно. Давайте сделаем фото на память. Александр, пожалуйста, наших прекрасных дам. Нина Яковлевна, смотрим в объектив. Избиркома Республики Бурятия награждается Банзракцаева Аюна Данзановна, заведующая библиотекой.
Почетной грамотой Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия награждается Ачирова Аюна Александровна, педагог-психолог. Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Бурятия награждается Лазарева Татьяна Николаевна, педагог-организатор. Почетной грамотой Бурятского республиканского информационно-экономического техникума награждается Церемпилова Елена Васильевна, руководитель физического воспитания. Почетной грамотой Бурятского республиканского информационно-экономического техникума награждается Доржиева Аигма Ципыловна, социальный педагог. Евгений Данзанович, фото на память с воспитательным блоком. Всем педагогам, коллегам вручаются памятные сувениры. Еще раз улыбаемся. Почетной грамотой Министерства строительства Республики Бурятия награждается Вахрушев Василий Николаевич, наш столяр. Бурные аплодисменты Василию Николаевичу. Благодаря ему все стулья в нашем техникуме приходят в рабочее состояние. Благодарственное письмо администрации Октябрьского района города Улан-Удэ награждается Дашицереновна Дарижа Абдашиевна, наш гардеробщик, бессменный. Посмотрите, как вас любят студенты. Благодарственное письмо администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия вручается Яньковой Алле Борисовне, заведующей столовой. Почетной грамотой Министерства строительства Республики Бурятия награждается Добровольский Евгений Николаевич, электрик. Сергей Булатович, получите, пожалуйста, за него. Почетной грамотой Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия награждается Комиссаров Юрий Александрович, наш водитель. Благодарственное письмо Улан-Удэнского городского совета депутатов вручается Поповой Наталье Ивановне, повару нашей столовой. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Данзановой Надежде Владимировне, сотруднице охраны. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Якимовой Евгении Максимовне, работнику столовой. Почетная грамота Бриэта вручается Добровольской Валентине Викторовне, сотруднику охраны. Почетная грамота техникума вручается Назарову Гавриилу Сергеевичу, технику-программисту, нашему молодому, юному, перспективному специалисту. Уважаемый хозяйственный отдел, мы вручаем вам памятные сувениры о сегодняшнем торжестве, а также просим сделать фото на память Бурятскому республиканскому информационно-экономическому техникуму 50 лет. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Аюшеевой Аюне Болотовне, заместителю директора. Почетная грамота Бриет вручается Нарбоевой Аюне Геннадьевне, заведующей учебной частью. Почетная грамота Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Степанову Сергею Юрьевичу, заведующий учебной и производственной практик. Благодарственное письмо Народного хурала Республики Бурятия вручается Базаровой Светлане Владимировне.
Благодарственное письмо Народного хурала Республики Бурятия вручается Мироновой Татьяне Шакаржаповне. Наша бухгалтерия. Почетная грамота Народного хурала Республики Бурятия вручается Петуховой Ханде Владимировне. Благодарственное письмо администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия вручается Циденовой Аяне Туминовне, заведующей отделом воспитательной работы. Благодарность Министерства внутренних дел Республики Бурятия вручается Даржиеву Алдару Александровичу. Почетная грамота администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия вручается Жаргаловой Зарегме Дмитриевне. Благодарственное письмо Бурятского республиканского информационно-экономического техникума вручается Голыбкылову Тимуру Николаевичу, отдел кадров. Благодарственное письмо БРИЭТ вручается Кучинской Ирине Геннадьевне, нашему методисту. Благодарственное письмо БРИЭТ вручается Домбиновой Альбине Антоновне. Их сейчас нет. Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим наш административно-управленческий состав, пожелаем им дальнейшей плодотворной работы и сделаем фотографию на память. Каждого
празднику не будет конца, как не будет конца урокам, встречам, общению. И это общение тогда будет долгим и приятным, когда наши сердца будут биться вместе, потому что в нашей жизни был, есть и остается наш